С большими трудностями шло культурное строительство в Карачаево-Черкесии в первые годы советской власти. Не хватало грамотных людей, не было помещений, книг на национальных языках. Но, несмотря на это, в аулах, станицах нашей области открывались клубы, избы читальни, библиотеки. Так, в 1922 году в Карачаево-Черкесии открылось несколько изб читален, в том числе и в ауле Дударуковском, ныне Псыж. Первыми работниками избы читальни были Джандубаева Джелемыс, Пьюкова Нина, Волхозов Абдул, Татаршалов Хамзет Шамсудинович, Мураткова Лиза Шугаибовна, Хаева Валентина. Хочется сказать несколько слов о Молхозове Абдуле Беслановиче. С особой теплотой мы вспоминаем его как патриота своего аула и народа. Он был активным общественным деятелем родного аула на протяжении всей своей жизни. В избе читальни он проработал до 1949 года. Далее он работал художником-оформителем на протяжении нескольких десятилетий колхоза Кубань и Дома культуры аула Псыж. Он одновременно стал и профессиональным художником, часто его называли самородком, имевшим с детства талант к живописи. До конца своей жизни он посвятил себя культурно-просветительской работе. Абдул Бесланович Молхозов остался в сердцах аульчан как благородный, с доброй и широкой натурой человек и профессионал своего дела. После него начал работать в избе читальни Татаршалов Хамзет Шамсудинович. После 2 лет учебы в педучилище Хамзет Шамсудинович начал работать в избе читальни. Он работал с 1947 по 1951 год. Затем он начал работать учителем в ауле Хайдань. Учащиеся и родители очень полюбили его. Когда в 1953 году поступил учиться в Ставропольский пединститут, он ушел оттуда. До сих пор жители аула Хайдань вспоминают, как учащиеся и родители переживали, когда ушел Хамзет Шамсудинович оттуда. В 1958 году Хамзет Шамсудинович закончил Ставропольский пединститут с золотым дипломом. В 1960 году он становится директором средней школы номер 1. После 9 лет работы он стал заместителем заведующего облано. Затем его приглашают на работу в обком партии инструктором. Работал и председателем профсоюза работников культуры, директором кабинета политпросвещения обкома КПСС. Сейчас он является председателем совета старейшин Псыжского сельского поселения. Это единственное культурно-просветительское учреждение обслуживало грамотное население аула почти 30 лет. В 1951 году на базе избы читальни была организована сельская библиотека с книжным фондом 800 экземпляров. С этого времени в Псыжской библиотеке стала трудиться Лиза Шугаибовна Мураткова, проработавшая 33 года. Пришла Лиза Шугаибовна 18-летней девушкой с 7-классным образованием. На первых порах трудно справляться с работой. Не было ни соответствующих знаний, ни нужной практики. В 1955 году поступила учиться заочно в Ессентукский библиотечный техникум, который закончила в 1959 году, получив профессию библиотечного работника. Значительно вырос и книжный фонд библиотеки, увеличилось число читателей, активнее стала пропагандироваться литература. Единственным недостатком библиотеки была тесное помещение. В 1962 году библиотека получила уютное, просторное помещение с отдельным читальным залом, абонементом и книгохранилищем. Функции сельской библиотеки расширялись. Она стала зональной с 3 штатными единицами. Библиотека имела 18 384 книги по всем отраслям. Постоянный состав читателей 1949 человек, куда входили читатели передвижек, автотоварных фирм, молочнотоварных фирм, бригады номер 1 и номер 2. За год выдавалось около 40 тысяч книг. В красных уголках всех производственных точек оформлялись библиотечные плакаты, книжные выставки для работников сельского хозяйства. Все делалось, чтобы удовлетворить запросы тружеников. Работники библиотеки часто посещали механизаторов и животноводов, привозили им нужные книги, а в летний период выезжали в горные леса, проводя там соответствующую работу. Заведующая библиотекой Мураткова Лиза Шугаибовна хорошо знала свою работу. Она была первым квалифицированным библиотечным работником. Вместе с ней в разные годы работали Переславская Валентина, Данилова Мария, Чимова Абдулла, Гонова Тамара, Хаева Валентина, Куджева Айша.
Вместе с ней трудились и работают до сих пор Кармова Фатима, ветеран труда, стаж работы 46 лет, Капупшева Софья, ветеран труда, стаж работы 39 лет, Шанова Эльза и Ионова Шана, стаж работы 34 года. 1979 год. Централизация библиотечной системы. Важное событие не только в развитии библиотеки, но и в жизни района. Центральная и 24 филиала стали одной большой семьей под руководством Муратковой Лидии Шугаевны. С того времени библиотека стала называться Псышским филиалом номер 1, а Детским филиалом номер 2. Но время диктует новые условия библиотечного дела. Некоторые филиалы были переданы сельским поселениям. С 2006 года библиотека называется библиотека Псышского сельского поселения. Неоднократно библиотека по итогам работы признавалась в числе лучших по району Прикубанска и всегда занимала первое место среди библиотек Прикубанского района. В 1994 году в связи с переездом Псышской администрации и правления колхоза Базильский центр аула Псыш по договоренности библиотеку временно на 2 года перевели в подсобное помещение средней школы номер 1. До сих пор библиотека тут и осталась. Сегодня библиотека работает для всех, помогая людям в образовании, повышении квалификации, организации досуга. Библиотека в ауле – это прежде всего культурно-досуговый и информационный центр. Он располагает значительным числом изданий классических произведений русской и мировой науки, философской мысли. Здесь представлены справочники, научно-популярные книги по всем отраслям знаний. Большое место в книжном фонде занимает художественная литература. Фонд сельской библиотеки 23 тысячи, фонд детской 12 тысяч. На земле есть 3 главные ценности. Это хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силен, женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и книга, чтобы не оборвалась вязь времен. Двери нашей библиотеки распахнуты для всех. У нас хорошо налажена связь с учителями школ. С читателями мы проводим читательские конференции, тематические вечера, устные журналы, вечера встречи, дни информации, выставки и другие мероприятия. При библиотеке функционирует клуб «Очаг», в рамках которого проводятся мероприятия, направленные на изучение пропаганды литературы по истории и культуре народа Карачаева-Черкесии, творческие вечера встречи с пользователями, с писателями. Членом клуба «Очаг» может стать любой читатель. Работники нашей библиотеки делают все возможное, чтобы быть настоящим очагом культуры аула.